Небольшая вечерняя прогулка. В общем, это так называемый дворец, Саксонский дворец. Его немцы разрушили. Здесь мемориал неизвестному солдату. Вон там, видите, значит, строительство. Вроде бы как уже деньги даже выделены на реконструкцию. Там сейчас проходят археологические раскопки, раскапывают. И вот год или два назад был на экскурсии здесь. Там даже обнаружили какое-то строение, которое может быть старше, чем этот дворец. И вот они там аккуратно все это дело снимают. Но тут площадь Пилсудского. Там мемориал, значит, президенту Качинскому, который погиб в Смоленской катастрофе. Здесь раньше в свое время русские построили огромный, монструозный, просто гигантичный собор. И, по-видимому, вот здесь вот его центр, геометрический центр этого собора был. И долго решали, что... Его даже, по-моему, раскрашивал Васнецов или что-то типа такого там. Или мозаику, или еще что-то в этом роде делал. Вот здесь вот отель Софитель. Значит, вот такая вот ситуация. Здесь вот там памятник этот. Люди гуляют. 3 мая будет государственный праздник, значит, посвященный Майской конституции Польши. Если я не ошибаюсь, то это первая конституция, вторая в мире конституция и первая польская конституция, государственный праздник. Ну и, в общем, короче, приведу историю. Там, по-моему, в 27 году приняли решение, а он свеженький такой был, значит, для демонстрации, значит, вот это через культуру, через религию, доминация вонюшек. Ну и вот. Ну, поляки не избежали этой доминации. Вон, видите, значит, вот это вот здание, Палац культуры и науки, короче. В то время, пока наши предки бурятские голодали, не ели мясо, значит, это после 40-х годов, значит, сталинский подарок Варшаве. Варшава была уничтожена из-за Сталина. Они якобы объясняли тем, что, значит, резервы отстали, там все прочее. Немцы за короткий период времени, в общем-то, полностью польское наследие уничтожили. Варшава была практически полностью разрушена. Ну и вот это монструозное здание, значит, Палац культуры и науки появилось. За счет чего? Тут говорят, русские подарили. Да русские не подарили, русские ограбили нас, наших предков. До 65-го года в Бурятии были талоны. Еды никакой не было, в магазинах свободно невозможно было ничего покупать. Вот за счет чего. За счет тотального грабежа, тотального вот этого мошенничества. Коммуняк, большевиков. Вот эти подарки дарили, хотя сами с голой задницей были. Некрополитика в чистом виде, поэтому ничего удивительного нету. И поляки тоже в 90-е годы решали уничтожить. Ну и потом оказалось, что уничтожение этого здания, ну просто физически дорогое, и решили его оставить для лучших времен. Я думаю, что когда Польша войдет в топ-10 экономик мира, это здание разберут просто по кусочкам, значит, раздробят через каменные дробилки, засыпят в вагоны и отправят в Венгрию в качестве гуманитарной помощи. В общем, я думаю, что так должны будут поляки с этим зданием поступить и вообще уничтожить все вот это коммунистическое, социалистическое наследие. Так, мы проходим мимо. Здесь устанавливаются всякие живые. И 5-е, 10-е. Можно кого-то периодически встретить. Неделю назад здесь Дуа Липа была. И у меня было подозрение, что она в какой-то рекламе снималась или в ролике, короче. Потому что
Мы когда маршем с белорусами шли, возле одного из костелов была, экипа. Но я не видел объявления, что там съемки какие-то происходят. Людишки вышли погулять. На субботу-воскресенье здесь перекрывается движение. Отель Бристоль называется. Так, вот это памятник Понятовскому. Он в виде Марка Аврелия изображен. Или Севера, по-моему, не помню. В общем, есть такой схожий памятник. Вот это резиденция президента Польши. Навродский там сидит, стандарт поднят, значит, Навродский там. В общем, сейчас чувака заарестуют, короче. Блин. Здесь вот была какая-то, значит, вот до сих пор там стоит продукция киношная. Я не знаю, там что-то снимают, что ли, или что. В общем, здесь вот, мне кажется, Дуа Липа снимает. Вот это по Кевичу я, по-моему, уже вам экскурсию делал по Варшаве. Умер он в Стамбуле, организовывая польские легионы. В общем, хотели они, настолько ненавидели русский царизм, что хотели сбросить. И часть польской шляхты, она нанималась, значит, в оттоманские войска, считая, что союз с турками принесет освобождение. Хотя Польша, наверное, больше всех воевала с турками, тем не менее считался польской шляхты в 19 веке турецкий султан, тот, который может освободить не только Крымское ханство, но и, значит, Польшу от иго русских, от иго русизма. Будем честны, что и Пилсудский, первый президент Польши, предводитель Польши, он тоже продвигал идею прометеизма, о том, чтобы поднять подневоленные народы, порабощенные, колонизированные, через систему образования, через систему создания национальной интеллигенции. После Второй мировой войны все архивы прометеистского движения были вывезены в Москву, и они там до сих пор их изучают. И вот эти многие, значит, тонкости и нюансы так называемой путинской политики, они могут быть в том числе основаны на идеях прометеизма, но только вот извращенные, да, как вот этот, значит, Мелькор там, вот этот Саурон извратил, значит, сущность эльфов. Вот также прометейскую политику извращают путинские наймиты, вся эта интеллигенция, все эти рановские институты, которые занимаются, значит, созданием соответствующих документов. И нам нужно создавать альтернативы. И Польша, пока не все слышат, я слышу зов, значит, польских политиков в том, что нужно возрождать прометеизм на новом академическом уровне, полностью перевозить сюда, в Польшу, институт буддологии, тибетологии и монголоведения, создавать здесь отдельный институт бурятиоведения, подключать ресурсы. Напоминаю, что Польша в топ-20 входит экономик мира, и у нее появятся ресурсы и средства для того, чтобы 20, а может быть и 50 бурятских ученых содержать, давать им четко через нашу организацию Бурят-Гурюн политическое, значит, направление по созданию суверенности и независимости бурятского народа от Енисея до Амура. Только так и не иначе. Подходим к старому городу. Все это было уничтожено. Немцы все взорвали. Старый город, вот. Это вроде как Новый Швят называется, улица Новый Свет. О, он рикши.
Так, придется видео склеивать. Сейчас заходим в старый город. Вот, если вы не хотите поляков видеть в Варшаве, короче, это то место как раз, где поляков нет. И это есть, короче, для тех, кто изменяет своим партнерам, значит, назначать встречи в старом городе. Вероятность того, что варшавянин сюда придет, каким-то образом пересечется, очень низкая. Но это в качестве шутки рассказывалось на одной из экскурсий. Он процветает тоже, тут нелегальный бизнес. Тут какие-то движухи, шоу. Напомню, бюджет Варшавы или ВВП Варшавы такой же, как у целого государства Украина. 250 миллиардов евро. Так что ничего удивительного нет, что здесь лица свободных профессий, они как бы на грантах сидят, там все прочее. Po fajerwerkach powiem wam, gdzie jest balonik. Teraz pociągnie prosto w Warszawę. Piosenkę? Przed pana figura? Какая-то акция, видимо. Это, видимо, она собирает на терапию сына. Ну, видимо, на психическую терапию. Колонна Сигизмунда. Раньше варшавяки здесь назначали свидания. Ну, то есть, когда телефонов не было, ничего не было, короче, говорили, там, типа, в субботу в 15 часов у колонны Сигизмунда. А это известные фотостримеры польские. Королевский замок разрушен полностью, был восстановлен. Вон там лежат несколько колонн, разрушено в разное время. Придется музыку вырезать. Сейчас мы пойдем по улице. Я вам одно важное место покажу. Там даже картина Яна Матейки есть. Принятие майской конституции. Погуглите. И вот в этом месте как раз давно-давно, по-моему, в 1791 году как раз была после трехлетнего сейма, что ли, так называется,
принята Конституция. Ну, она, конечно, такая довольно своеобразная. То есть, если обратиться к тексту Конституции, довольно она именно отменила вот эти шляхетские сословия и к управлению приравняла буржуазию и мещан. То есть это уже серьезное достижение по тем временам. Холопов не допустили к управлению государством. Но я вообще считаю, что это фейковая сейчас тип демократии, когда как будто бы ты голосуешь, но от тебя ничего не зависит фактически. То есть правящие олигархические классы, они как бы тебя через голосование обязывают к принятию тех решений, которые им выгодны, а не, так скажем, которые выгодны локальному холопу. А вот в Бурятии мы сделаем военную демократию. Вот у кого, кто как постарается за независимость и суверенитет, то так и получит. Так, если я не ошибаюсь, это здесь. Вполне возможно, вот здесь где-то. Что-то, видимо, хорошо ему, мужичку-то уже, короче. И, в общем, там вид был.
Так, ну короче, тяпнул немножко. Сейчас идем к новому городу через Барбаканчик. В общем, защитное сооружение. Вон тут это все новые стены. Даже видно по кирпичу слишком промышленный кирпич. Вот тут какая-то. Это что за дерево? Яблоня какая-то, ранетка. Так. Вон тут. Нужно погулять по стене, между стенами. Барбаканчик. Ну, это вот Барбакан называется, видите?